С большим размахом ухтинцы отметили национальный праздник татар и башкир Сабантуй. Накануне в парке культуры и отдыха прошел и фестиваль народного творчества татар и башкиры республики, в котором приняли участие артисты с разных городов республики. Светлана Некрасова продолжит. Праздник начался с торжественного открытия фестиваля народного творчества. Впрочем, первые же номера вызвали немало удивления. Артисты исполнили песни на коми-языке. После непривычного начала со словами приветствия выступил председатель Совета федеральной автономии татар России Ильдар Гильмутдинов, который зачитал приветствие от президента Республики Татарстан. Для татар всего мира Сабантуй является символом единения народа, сохранения национальных традиций и подтверждением нерушимой связи поколений. С каждым годом празднование Сабантуй становится более обширным и зрелищным. На творческий фестиваль приехали артисты из Сыктывкара, Емвы, Усинска, Воркуты, Вуктыла и Печоры. Кстати, последние представили больше всех номеров. Свои вокальные данные продемонстрировали и певцы из Казани. В этом году Сабантуй провели в рамках празднования 15-летия национальной культурной автономии Бердемлек. Отличился коми-сабантуй и ставшими уже традиционными для Ухты конкурсами, например, боями с подушками. А вот самый зрелищный конкурс Сабантуя – это национальная борьба на поясах «Куреш». Кстати, в этом году этот вид спорта признан общероссийским и включен в программу Универсиады-2013. Важное условие такой борьбы – ни при каких обстоятельствах участники не должны отпускать захват. Победителем признается тот, кто бросит своего противника на спину. Лучшему борцу по традиции подарили барана. А вот сильные и ловкие забирались по столбу и в качестве подарков выигрывали бытовую технику. Презенты получили и участники фестиваля. Как отметили ухтинцы, несмотря на то, что Сабантуй – это праздник татар и башкир, все жители города с удовольствием принимают участие в массовых гуляниях и поддерживают культуру этих народов. Светлана Некрасова, Ксения Бодрова, Кирилл Ганько, Елена Плонина, телеканал Юрган, Ухта.